Юную художницу Алдану Винокурову с самых малых лет интересует рисование, лепка и все, где можно создать что-то прекрасное. Картина «Чудо в перьях» для девочки особенно любима. В ней она отобразила свою любовь к книгам, а также изобразила тотемное животное ее семьи. Я люблю такие волшебные сказки читать. Или еще приключения у окна читать. Это очень красиво и в тишине ночью. Вообще сова в нашей жизни играет огромную роль, потому что это, можно сказать, некий тотем по линии отца Алданы. И сова всегда сопровождает нашу семью. Продажа картин маленьких художников – идея волонтеров. Инициативная молодежь организовала благотворительную акцию «Нарисовать себе сказку». Тем самым поддержать творчество ребят и помочь реализовать художественный потенциал с помощью вырученных средств. Неравнодушные люди также поддержали идею акции и пожертвовали денежные средства для покупки расходных материалов для создания картин. И мы закупили материал на как раз реализацию проекта. На 5000 рублей получилось 10 холстов, акриловые краски, кисточки, которые предоставили дыши сами тоже. Собственно, мы отобрали 10 ребят, которые, по мнению преподавателей, вместе согласовали список из 10 ребят, которые должны получить поддержку. Подарить детям сказку решил и заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. Он приобрел картину Алданы Винокуровой. Со слов зампреда, «Чудо в перьях» произвело впечатление с первого взгляда. Я, увидев эту работу, сразу попросил меня с ней познакомить, и я захотел купить у нее эту работу, потому что действительно молодых художников вот с таким стремлением, с таким вот отношением, тем более талантливых, я считаю, что это очень важно поддерживать. В случае вот эта картина будет висеть в Доме правительства №1, вот, поэтому все, кто будет приходить в кабинет, будут ее видеть. Цена картины – 10 000 рублей. Это первая, но далеко не последняя проданная картина Алданы. На вырученный гонорар художница планирует приобрести графический планшет для рисования, а в будущем юная художница хочет стать дизайнером-модельером. Марферина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск.